последствия наводнения там. Будку разобрали. Все будут менять, по-новому ставить. И уже пляж. Все готово. Ну, скоро уровень летний будет воды. Лодки остались на берегу. Куртка подсохла, хотя вчера дожди были. Так, это нам понадобится. Вся вода ушла, все. Нормально. Так, это не то. Потом ключ-то. Чик. Так, у нас не так много вещей. И думаю, наверное, 2 доски, в принципе, хватит. Недостаточно. Плащ нужен. Так, весло у нас возле лодки. Рогатина уже у батька стоит. Видать, уже он приезжал на коляске. Уже рыбачил. 2 рогатины тут. Небольшой омут. И тут он рыбачит. Всем привет! Сегодня 25 мая. Как вы поняли, я уже собираюсь на вторую избу. Сегодня будет поход на лодке до второй избы. Немного вещей. Возьму только одну собаку. И с ночевкой мы съездим на вторую избу. А все как будет, вы, конечно же, увидите. Я сейчас сперва перегружаю свои вещи в лодку. Вон она. Перегружаем и уже как бы выходим отсюда. По речке будем подниматься против течения. Так, где-то у нас должно быть весло. Сегодня на улицах прохладно. Не жарко, как хотелось бы. Вот наше весло. Черемуха начинает цвести. Уже вот-вот будут распускаться цветы. Через пару дней уже все белое будет. Когда приедем, уже думаю, эти кусты будут белые. Вон, рыба плещется. Так что река оживает. Скоро будет рыбалка на удочку. Так, ну что, не будем мешкать. Буду я перегружаться и поедем.
Я уже иду с Тулана. Энергии у него тащит меня. Иду пустой, даже рюкзака нету. Все перевезли на УАЗике. Хорошо, что есть у нас транспортное средство, чем я перевожу. Пошли. Свои вещи. Раньше, конечно, у меня ничего не было. Даже обычной тачки. Колесной такой. Все на себе таскал. Осенью вещей так много собиралось, набиралось там. Целый день перетаскивал, там только бензин 90 литров брал, когда на другую избу ездил, где я раньше охотился. А сейчас все одним рейсом перевез и ты уже себе легче. Ну вот и наша лодка. Вот он. Сейчас мы сядем и поедем. Тулан уже понял, что тут происходит. Айду не взял, скулит, сидит. Но так надо. Мы вдвоем быстрее все получится. Вещей не так много, еще на первую избу остановимся. И с первой избы нам надо взять ведро и топливо, там 10 литров еще. Наверное, тоже на вторую избу подниму. Примерно такие планы. Ну все, поехали, ребят. Поедем на вторую избу. Неудобный причал тут. Крутой. Как приедем, остановимся вон там на песке. Все, поедем туда. Надо съездить. Мелковато уже тут. Все высохнет в этом году здесь, оказывается. Совсем мелко. Ну-ка, где?
соседей. А где хозяева у него? Сейчас, Летя, сейчас отпущу. Подожди. Сейчас отпущу. С ума сходит. Сейчас отпущу. Сейчас отпущу. Пойдем. А, давай, локти. Ругайтесь дальше. Барбос, где твой хозяин? Вон, давай. На первой избе. Барбоскин. Так. Ну вот. Опа. Блин, смотрите, где находится лодка и где была вода. Утки, тирки, 3 штуки, 4 штуки. Обоссал, блин. Вон еще одна. Мангал обоссал вечно. Достал тулан. Где Илья-то? Почему собака один? Так, или может сучка она? Не знаю. Так. Ну тут все как мы оставляли, ничего не изменилось. Мангал надо убрать, наверное, на место положить, в принципе. Баня открыта. Изба открыта. Я открытым также и оставлю. Пускай продувает, в принципе. Постепенно подсыхает все это дело. В общем, 2,5 венца, наверное, вода. Здесь все залито было. А сейчас лодка у меня вон узкая опять подсела. На середине сейчас я взлетел. Самец. Чирок. Сейчас опять сядет. Нет. Улетел. Улетел. Вышел. Да, он там тоже лужа. Он там сядет. В принципе, вон он, кобылек. Вон они, тирки. Ох, набегается тулан. Вот такая картина, ребят. Уже листья выходят на березах. Мы так и с женой почки в этом году не собрали. 2 раза ходили как-то неудачно и все. Так пошло, что весна прошла и все прошло. Вот побеги вон. Вот это сейчас время собирать. Эти побеги. Они сладкие сейчас, нежные. Ну и молодые побеги. Следы уже свежие тоже от караката. Ну, это сосед на другом берегу. Изба, вот собака у него бегает туда-сюда. На каракате приезжали. А почему собака тут одна? Пока не знаю. Может, на лодке куда-то поехали, они выше. Собака осталась, или же так собака здесь одна. Такуют чирки. Туда-сюда летают. Вот сейчас круг в другую сторону полетели.
может за нами побежит собака, но если побежит, то... Если до избы побежит, конечно же, накормлю все это дело. Так, ну, глянем тут. Тут, в принципе, все как и было. Печку тоже надо убрать. Сейчас, наверное, железную печку я уберу отсюда. И вещи, что мне надо, я возьму и дальше поедем. Тут долго сидеть не будем. На улице очень холодно, вон они сидят. Вон. Два самца. Очень холодно на улице. Полный дубак. Комаров нету, не беспокоят. Утки сидят. Не подпускают они близко. И это самое главное, если пока комаров нету. Сегодня и до завтрашнего взлетели 3 штуки. 2 самца и 1 самка. Вот так. Тулан траву жует. Это витамины. Да и сам по себе он очень любит. Он подбирает, выбирает какие-то траву. Здесь дрова вообще течением унесло. Остатки вот такие остались и все. Этот хлам течением тоже приволокло. Ой, блядь, тяжело. Пипец. Ну, это гниль. Так, пока так оставлю все. В принципе, не так все плохо тут. Мусора мало. Бывает, когда мы сено тут косили, вот это все сейчас зарастает. Раньше приходили в это время и чисто на уборку территории. Этот хлам, который течением приносит, мы все убирали, откидывали в сторону, в лес, сжигали некоторые бревна, которые вот очень большие были. А сейчас вот кто из подписчиков уже несколько лет смотрит мой канал, мои видео, я всегда снимаю свои луга здесь, где мы скосили. И видите, как все зарастает. Еще вот год за годом и все вырастет, блин. Здесь стена леса будет. И вон такой вот летает туда-сюда. Здесь березовый, роща тоже. Вообще жалко даже. Сколько труда было вложено здесь, сколько мы работали с дедом. Вот такие кусты, вот эти кустарники мы все вырубали здесь, сколько было там, на холмике. Все вырубали, сжигали, мы неделями тут работали. А сейчас все забросили, и природа делает свое дело. Вон как все зарастает. Да. Ну, что поделаешь, в принципе. Так, ладно, сейчас я этот мангал туда отнесу, все это дело. Потому что здесь у него место вон там. А там уже летом все нормально установим, все нормально будет. Здесь ремонт избы будет. Новый стол надо тоже придумать что-то. Вот это здесь все было залито, вот ил, смотрите, все в воде было. Тулан, молодец. Локоле, локоле. Уже двулок. Хрен подойдет. Но нет, не подойдет он.
там останется. Так, хочу показать, ребят. О, гильза. 16 калибра. Так, сейчас я палку возьму. И тут труба. Ну, сколько там мы ходили. Вот смотрите, сколько сажи в трубе получается. И она сужается. Так что труба для буржуйки не меньше 130-125 миллиметров нужна. Вон сколько сажи. Если круглые сутки, целый месяц там топить, там вообще сажи дофига станет. Что хотел, я забрал отсюда. Так, везде все в порядке. Убрано, оставляем. Пришло раза на чайник, да, пустой. Все, изба. Наверное, в эту избу приедем где-то в июле. До июля мы сюда больше заезжать пока не будем. Все оставляем так, как есть. А мы поедем дальше на вторую избу. Баня открыта. Стройматериал на месте. К ремонту потихоньку готовимся. Тула! Вон он. Пошли. Давай. Ух, разогнался. Сейчас его привязывать не буду. Собака обратно. А, вон сидит там. Короче, привязывать не буду. Пусть вместо штурмана будет рулевой обоза. Да? Так. Ведро пригодится нам. Бензин здесь. Да ладно. Поедем дальше. Посмотрим, как там. Да уйди, собака. Давай на место. Вон. Вперед. Вон. Все грязное она. Вон, давай, лети. Все грязное после тебя. Что эта собака здесь? А где лень, интересно? Вон. По таежной речке. Вода еще большая. Если не будет заторов, в принципе, доедем быстро. Заторы очень много времени занимает. Там, пока отпилишь там. Море еще воды.
Сколько ехал, ни одной утки еще не видел на речке. Нигде не сидели. Зайцев, ничего нету. Обычно, когда едешь, там вот свежая трава уже вышла. И они сидят там, свежей травой кормятся. Вот первые препятствия. Сейчас небольшой ударчик будет мотора. Обратно будем плыть, придется пилить. Немножко осело. В прошлом году я здесь, когда очень не поднимался, вот моторка еще перестала отсюда работать. Вообще долго не заводилась возле этой березы. Сейчас придавило там льдом, снегом, течением. Нюхтит. Любимое занятие у него. Короче, так будем мы плыть. Все снимать, конечно, не буду. Будет, если что-то интересное, включусь. Первоначально так ничего не наблюдаю, следов ничего нету пока. Нехорошая береза. Нехорошая береза тут у нас. Чуть-чуть, наверное, не влезаю там. Можно там срубить. Или сейчас попробую тут проскочить. Так. В принципе, влезаем. Легко обошлись. Повезло. Старые заторы ушли, а новые вот получаются. Сколько поваленных деревьев тут. Вода большая была. Валит там куда хочет.